высших достижений Министерства спорта Республики Татарстан. Шагин Искандер Искандерович, президент Федерации карате Республики Татарстан. Рустем Фатыхов, чемпион России по карате. Мастер спорта России по карате, член сборной команды России по карате. Первый вопрос, Раиф Ришадович, вам. Расскажите нам, пожалуйста, об итогах чемпионата. Тогда давайте сначала. Добрый день, уважаемые журналисты. Вот провели очень хороший такой классное мероприятие, чемпионат России по карате с 8 по 11 сентября на базе Дворца единоборств «Акбарс». 320 участников приняло, спортсменов приняло участие в этом мероприятии из 39 субъектов нашей страны. От нашей республики участвовало 14 спортсменов. Ну и по итогам этого турнира у нас 3 медали, 2 бронзовые медали. Это у нас Мухарамова Аделя, 55 килограмм, бронзовую медаль завоевала. Савин Илья, 60 килограмм, завоевал бронзовую медаль. И вот наш чемпион Рустем Фатыхов в весовой категории 84 килограмма. В упорнейшем поединке спортсмен из Ростовской области, он одержал победу. Там за него болел весь зал, потому что наша федерация, такая довольно мощная, активная федерация, которая сплачивает сейчас порядка 2000 человек, которые занимаются активно карате. Тут еще у нас и родители, и родственники. То есть очень большая такая федерация, которая активно работает. Она у нас входит в топ-10 лучших федераций в республике по индивидуальным видам спорта. Но это мероприятие мы проводили уже второй раз. Первый раз мы его проводили в 2019 году. У нас в республике тоже очень серьезно его провели. Но в этот раз мы провели немножко получше это мероприятие. Даже вот мы немножко прикалывались, с нашими коллегами. Оценка 5++. Но можно было поставить 3+, если бы наша команда завоевала бы командное 3-е место, к примеру. Но, к сожалению, заняли только 7-е место. Но есть к чему стремиться. Надеемся, что впереди еще очень много работы. И наша республика выйдет на более лидирующей позиции. А так, при Приволжском федеральном округе, если так посмотреть, то наши каратисты находятся на первом месте. Вот в мае месяце мы проводили чемпионат первенства ПФО Приволжского федерального округа Набережных Челнах. И у нас команда завоевала первое общекомандное место. Это тоже такой хороший результат. Я вот вообще предлагаю, наверное, показать видеоролик, который специально сняли по итогам чемпионата России, посмотреть. Я для начала пока сказал, но в дальнейшем мы еще, наверное, продолжим уже. Искандер Искандерович скажет более детально, как обстоят дела вообще в карате в Республике Татарстан, к чему стремимся, что хотим. И там дальше уж пойдет вопрос-ответ. Спасибо. Искандер Искандерович, скажите, пожалуйста, какие у вас были ожидания от чемпионата, и вот когда вы поняли, что Рустем Фатыхов может принести вам золото?
Ожидания. Давайте начнем с организации данного соревнования. Было приложено очень много усилий. Вот сейчас на видео все увидели, насколько масштабно это было мероприятие, насколько все было красиво, продумано и качественно организовано. На самом деле все гости соревнований, в том числе и почетные гости из Министерства спорта России и из Федерации карате России, все отметили высокий уровень. И мало того, что просто высокий уровень, отметили то, что данные соревнования прошли в лучших традициях международных турниров сильнейших. Сравнивали с престижными этапами Премьер-лиг. Это самые рейтинговые и престижные международные турниры по карате. И наш чемпионат России по многим параметрам где-то даже превзошел лучшие международные турниры. Поэтому сегодня планка проведения чемпионата России нашей республикой задана очень высокая. Вот поэтому следующим регионам провести на таком высоком уровне будет, я думаю, очень тяжело. Вот за это отдельная благодарность, за поддержку нашему президенту Минихану Рустаму Нургалиевичу, нашему Министерству спорта Республики Татарстан. Вот. Потому что без этой поддержки, без поддержки правительства республики у нас бы провести соревнования на таком высоком уровне не получилось бы. Вот. А по поводу выступления нашей сборной, на самом деле я доволен, потому что мы второй год подряд находимся в топ-10 лучших сборных, лучших регионов России. Несколько лет назад мы могли только мечтать о таких результатах, но наша такая слаженная работа и желание ребят побеждать, она вот сейчас приводит к такому результату, и на самом деле этот результат мог быть еще лучше. Сейчас мы заняли 7-е общекомандное место, но были несколько поединков ключевых, которые проиграли на последних секундах. Их можно было выигрывать, и как минимум 2-3 финала у нас могло быть на данных соревнованиях. Что касается победы Рустема, на самом деле в его победу я верил и ждал давно, вот еще несколько лет назад. Многие, кто знает Рустема из спортсменов, из тренеров Федерации карате России, тоже всегда отмечают то, что он был готов показывать высокие результаты на протяжении уже нескольких лет, но были там и объективные, и субъективные причины, по которым не получалось выбиться в финалы чемпионата России, выигрывать золотые медали. Но мы эти испытания с достоинством выдержали. Вот Рустем никогда не опускал руки, всегда гордо шел вперед. И сегодня вот это вот, я считаю, заслуженная награда, которую он завоевал, своим примером показывает нашему молодому поколению, что нужно упорно тренироваться, трудиться, никогда не опускать руки, двигаться только вперед. И данная работа, она всегда будет вознаграждена большой наградой. Поэтому его золотая медаль очень важная, очень радостная, как лично для меня тоже. Я даже где-то там немножко слезу пустил радости, когда он победил. Вот, поэтому я уверен, что мы сможем эту планку держать и в организации мероприятий, и в наших спортивных результатах, и улучшать их. Спасибо. Рустем, познакомьте сначала, пожалуйста, с собой, где вы родились, когда начали заниматься спортом. Я сам из Казани. Вот. Я начал заниматься спортом в 10 лет. Мы вместе с братишками Ильясом и Ниязом пришли одновременно в карате. Получается, уже 14 лет занимаемся. И вот на протяжении этих 14 лет у нас у троих были периодически иногда у Ильяса, иногда у Нияза, вот сейчас у меня высокие результаты. И думаю, будем дальше заниматься, дальше стремиться. У нас есть одна такая общая большая мечта втроем выступить на чемпионате России в команде, в составе команды сборной Республики Татарстан, занять там первое место, 3 брата, золотая медаль. Думаю, это будет очень символично, здорово и вообще очень запомнится на всю жизнь. Сколько им лет? Сейчас Ниязу 18, Ильясу 19. Что? Да. Что Рустем сказал по поводу команды, это не просто в составе республики выступить на данных соревнованиях. То есть и Ильяс, и Нияз, они сейчас выступали на чемпионате, причем у Нияза это был дебют, он достойно отбился, занял 9 место. Вот Ильяс, к сожалению, тоже там чуть-чуть ему не хватило, занял 9 место в своей личной категории.
А Рустем говорил о команде. Это дисциплина, когда команда от региона в составе от 5 до 7 человек проводит поединки против команд другого региона. То есть помимо личных состязаний еще командные. И вот как раз про вот эти командные соревнования Рустем говорил, это действительно было бы очень круто, если 3 брата в составе нашей сборной выступили с другими нашими сильными ребятами, смогли завоевать золото. Это наша следующая цель. И, пожалуйста, про чемпионат. Расскажите, пожалуйста, вот какие у вас были ожидания? Конечно, была победа, наверное, все-таки. Ну, к этому чемпионату мы готовились очень плотно и очень много сил вложили в подготовку. И Искандер Искандерович приложил большие усилия, пригласил хороших спортсменов, тренера Андрея Геннадьевича, который нас готовил на протяжении почти 2 месяцев. Вот. И эта подготовка, думаю, очень хорошо сказалась не только в плане карате, не только там техника, тактика, но и у многих загорелись глаза, такой огонь в душе появился. И благодаря этому, думаю, ожидания у меня были только на самый высокий результат. И вот перед чемпионатом у меня даже не было какого-то там такого волнения сильного, то что вот как я там выступлю, какой-то груз ответственности большой. В душе было спокойно и такое чувство предвкушения скорее от выступления, чем волнение. Вот. Спасибо. Рустам, біз сізні Раушан Сәлет лагеріне ерген татар егеті боларақ та білеміз. Сізні міне Сәлет құтылады. Сіз қайсы елларны жүрдіңіз, һәм міне бұл тілектәшлікні сіз көрдіңіз бе, сізге ярдәм етті ме? Алар келділер ме? Мәселен, жанатарлар болып сіздің достарыңыз Сәлеттәге. Мин Сәлетте 2015 елдан 2 ел сәлкеш болып, бала болып ердім ол лагерға. Һәм менә узган елны мине анда Айдаман болып чакырдылар, вожатый болып. Һәм шы 2 ел эчендә минем анда 15-16 елдан калган иске дусларым дагын, шул связьлар инде яңадан барлыкка килде, яңа дуслар дагын таптым. Һәм дөресен әйткәндә, шушы результатка ул дусларым булуы дагын ниндидер өлеш керткәндер дип саныйм. Чөнки ярыш вакытында да, финал вакытында дагын алар килеп минем өчен жан аттылар. Искандер Искандерович дагын может подтвердить, как там нас поддерживали. Вот, наверное, зал громче, чем он на нашем финале не был. Вот. Шуңа күрә аларга рәхмәт әйтәсе килә, шундый терәк булып торган өчен. Алар булмаса инде үзебезнең йортыбызда катнашу андай күңелгә җылылык китермәсе дип уйлыйм. Менә сез карате белән кайчан мавыга башладыгыз? Әтия нигезне менә спорт өлкәсеннәнме? Ничек каратены сайлап алдыгыз? Дөрес әйткәндә, безнең өй янында шы карате секциясе бар иде инде, һәм әни миңа бер көнне миңа һәм энекәшләргә менә анда карате секциясе бар, шунда барып карыйсы килмиме дигән. Без барып карадык, безгә ошады инде, шулай итеп каратеда калдык. Димәк, просто случайно попали дип тә генә әйтергә була. Кичкенә вакытта теге ниндидер сойлау дигән әйбер булмады. Просто вот пошли, попробовали и так и остались до сих пор здесь. Спасибо. Рахмат. Сораулар бармы? Ая? Хәерле көн, Дания Нәгыйм, Шәһри Казан газетасыннан. Мен бу пресс-конференциягә бик теләп төштем, чөнки беренчедән белгәч сезнең Сәләт Раушанга барганыгызны, чөнки минем үземнең дә анда булганым бар. Икенчедән 1 ел каратега үземнең дә йөргәнем булды. Ләкин
бір елдан соң әне қаршы ол арқасында меңа тоқтарға тура келді. Һәм мен бик елаганым исте, чөнки бик ошаткан идем каратаны. Һәм шуның белән бәйле рәвештә Рөстәм сездән сорыйсым килә. Андый ишраклар булганда сезнең киңәшегез нинди? Әгәр дә мәсәлән каршылык туса, әти-әни белән бала арасында, бала тели, әти-әни барыбер бала өчен курка, борчыла. Бу ишракта ни эшләргә? Һәм хатын-кызлар да бит инде карате белән шөгыльләнә. Хатын-кызлар өчен әйбәт спорт түрі дип саныйсызмы? Рәхмәт. Рәхмәт сұрау үшін. Біріншіден әйтәсе келе, біздің каратеда қызлар дағын бик актив қатнаша. Чөнки мында травмалар бик еш ұшырамай. Инде әти, әни поддержкасы турында. Бұл ұшырақта ең мөһиме теге отырып сөйләшү, аралашу гына булышыр дип уйлыйм. Чөнки әти-әнисенең поддержкасыннан башка бик авыр була инде бер нәрсә белән шөгыльләнергә. Һәм алар каршы килсә, үзенең дә күңелдә тыныч булмый. Бу очракта инде алар белән сөйләшеп, аларга аңлатырга, ничек бу эш сезгә якын икәнне һәм шундый бер взаимопониманиегә килергә кирәкдер дип уйлыйм. Инде кызларга катнашырга була, карате белән шөгыльләнергә була. Бездә кызлар йөриләр, минем дә укучылар арасында кызлар бар. Һәм карате кызларга да, малайларга да туры килә дип әйтә алам. Рахмат. Искандер Искандерович, может, вы тоже ответите на этот вопрос? Что делать вот тем детям, ребятишкам, которые хотят заниматься карате, а вот родители против? Вопрос очень интересный, да. Я считаю так. Я сейчас вам скажу, какие на самом деле, да? Если ребенок захочет, мне кажется, родитель никогда не откажет, потому что родитель смотрит на реакцию ребенка. Если ребенок счастлив, довольный, у него хорошее настроение, он всегда его поддержит. Поэтому это вопрос какой-то, такой немножко, может, даже неправильный, некорректный вопрос, да? Как могут быть против родителей карате, если, например, если сыну нравится ходить? Вот. Знаете, девочек очень много занимается карате, на самом деле, да? Вот я тоже тренировочный процесс иногда посещаю, смотрю. Там прям глаза горят у них. Они прям такие счастливые там вообще. Это, конечно, зависит и от тренера, как тренер с детьми работает. Если тренер душевно с ними работает, нормально, это хорошая такая волна, то всегда ребенок будет доволен, всегда. Если даже он там что-то, какие-то правила может нарушить, да, его тренер всегда грамотно его направит, то есть его не накажет, он его просто грамотно направит и скажет, что он в этом отношении не прав. И ребенок все нормально, справляется. Поэтому здесь, вот я сам тоже занимался борьбой очень длительное время, да, и не только борьбой, и хоккеем занимался, и футбол, и плавал, там, и на лыжах бегал. Мне всегда родители говорили, вот, Раев говорит, довольный, говорит, это хорошо, все. Они тоже были довольны, потому что я был довольный. Поэтому это самое главное, чтобы было без травм, чтобы ребенок грамотно тренировался и был результат. Если у ребенка какой-то результат, все, это считается для родителей это вот счастье просто. На самом деле, я бы сказал так. Вот наблюдая за тем, как дети приходят на тренировки, родители там, может быть, где-то не уверены, сможет их ребенок заниматься, в том числе и девочки. Вот после 1-2 занятий у родителей в основном все сомнения пропадают. То есть они видят тренировочный процесс, видят отношения тренера к делу, видят интерес у ребенка, который появляется уже на первых занятиях. Вот. И на самом деле, как я вчера сказал, если ребенок доволен, родители тоже счастливы и довольны. А вид спорта у нас достаточно, особенно в детском возрасте, не травматичный, то есть правила сделаны таким образом, чтобы дети как можно меньше получали травм. И выступая на соревнованиях, у детей на самом деле остается больше именно положительных эмоций, которые в дальнейшем они сохраняют и используют в своем тренировочном процессе. Салют Шамиль, Катаринформ. Здесь, скорее всего, имеется в виду, что на учебу плохо влияет, может быть, вот эта спортивная секция. Вот поэтому, естественно, вопрос, как с учебой было в школе?
Ну, на самом деле, когда я учился где-то, наверное, в 9-10 классах, мне классная руководительница говорила, вот зачем тебе это карате, все равно там позанимаешься, потом бросишь, и там сейчас будет уже, вот ты будешь выезжать на соревнования, будет плохо влиять на результаты, там на оценки. Но в конце концов там я и школу закончил с красным аттестатом, и ЕГЭ хорошо написал. У меня были самые высокие баллы при поступлении в университет. Я поступил в КГАСУ, в архитектурно-строительный. И вот 2 года назад окончил бакалавриат, тоже с красным дипломом. Так что я думаю, тренировки и занятия спортом, да, они не могут как-то помешать. Всегда при желании можно совмещать и грамотно выстраивать и учебу, и тренировки, и там личную жизнь, все остальное. Да, я поддержу Рустема, все зависит только от желания. Если у человека есть желание, то он найдет время для занятий спортом, найдет время для занятий учебой, правильно будет распределять свое время, не будет тратить его на различные ненужные какие-то там мероприятия. Вот. И у нас на самом деле достаточно ребят в нашей секции, кто хорошо учится, хорошо тренируются, попадают там, в состав национальной сборной команды России, защищают честь флага на международных соревнованиях, поэтому спорт в учебе не помеха, вот, потому что мне, вот как Рустему, тоже в школе говорили, зачем мне это карате. Ну, как видите, если бы, наверное, тогда остановился, сегодня бы мы здесь бы не сидели. Поэтому нужно просто уметь грамотно распределять свое время и направлять свои силы в нужное русло. Спасибо. Ая? Если разрешите, я немного поясню свой вопрос. Я вот ходила 1 год на карате. Просто у меня было огромное желание, и у меня были хорошие результаты. Тренер была женщина, всегда хвалила меня. Но из-за того, что, может быть, из-за того, что она не могла иметь детей, может, из-за этого мама боялась, то, что вот я получу какие-либо травмы, и она была категорически против, чтобы я туда ходила. Я даже плакала, я очень-очень хотела. И вот в таких случаях вот имелось в виду. И Рустем, сізге тағын бір сұрау. Сіздің тұрмышта қолданғаныңыз бар ма? Мәселен, карате алымдарын тұрмышта қолданырға туры келгені бар ма? Анары тағын бір әйбер, міне біздікі карате до деп атала иде. Ол нәрсені аңлата һәм түрлері бойынша, мәселен, сіздің түрлері ол ярышларда неше керек бола? Түрлеріне қарап ярышасыз ма? Рахмет. Рахмет сұрау үшін. Карате менің тұрмышта туры келдіме деген енді теге нешіктір орамда соғышып, қайнашып елгені жоқ. Чөнки оқып, тренировкаларға еріп, анда орамда елге уақыт тағын қалмай. Һәм енді біздің каратеде даған тренер Искандер Искандерович гел аңлата. Біздің тренировкада үйренген bütün алымдар, аларны шында каратеда только залдағына, спорт залдағына, ярышлардағына қолданырға ярый деп. Һәм ғыммен шындай спокойный, неше айтайым, шындай спокойный мировоззрение воспитывает. Вот. Һәм екінші сұрау бойынша біздің каратеда түрлі түрлер бар. Ләкин бүгінгі күнде каратенің бүтін түрлері шул бір федерацияда жиылған. Һәм біз каратеда бүтін дүния карате федерациясы правилары бойынша ярышабыз. Һәм шул правилар бойынша инде ярышларға әзірләнәбез. Бүгінгі күнде түрлер деген әйбер ол әзілік юққа шығып бара. Көбірек карате спорт боларақ алға бара инде. Менә хәзер Токиода даган олимпиадада булды шул федерация правилары буенча. Шуңа күрә теге төрләр дигән әйбер ул хәзер инде әкренләп артта кала. Вот. Рахмат. Искандер Искандерович, а приходилось ли вашим воспитанникам применять приемы в целях самообороны, например? Ну, на самом деле мы же все знаем то, что
если спортсмен будет применять свои силы на улице, да, где-то, это, ну, может плохо закончиться, в первую очередь, для него. Потому что потом доказывать то, что обижали тебя и так далее. Вот, поэтому, ну, мы ребят воспитываем таким образом, чтобы они просто в такие ситуации не попадали. Я так кратко на этот вопрос могу ответить. То есть, ну, не нужно появляться в тех местах, где могут появляться там какие-то конфликтные ситуации. Вот. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому ребята, ну, мои ребята практически не попадают в такие ситуации. Я как бы за последние годы не припомню таких случаев, чтобы кто-то применял свои там умения на улице и так далее. Но за себя постоять они могут. Да. Искандер Искандерович, этот карате считается олимпийским видом спорта. Урус, ты имеешь шанс там участвовать? И Урус, у тебя есть олимпийская мечта? Олимпиада катнашатларыңбы? Ну, на данный момент мы в программу Олимпиады 24 года не входим. Вот, но есть большие шансы на попадание в 28 год. Поэтому, ну, даже если это не будет в 28 году, всегда есть шансы там, на следующую Олимпиаду. Здесь только вопрос на сегодняшний день этой большой мировой, так сказать, политики. Вот, и насколько эта Олимпиада вообще будет актуальна. Если брать по примеру 2020 года, конечно, это была большая мечта попасть туда, но у нас, к сожалению, вот, не хватило возможностей, не хватило времени, потому что там был отбор через много-много различных международных турниров. Вот, поэтому если в будущем мы где-то наш вид спорта попадет в олимпийскую программу, у нас будет возможность туда отбираться и там участвовать, то, конечно, мы будем прилагать максимум усилий для этого. Конечно, у меня есть олимпийская мечта, но я стараюсь скорее получать удовольствие и наслаждаться тем процессом, который происходит вот сейчас, на сегодняшний день, получать удовольствие от тренировок, от выступлений, от результатов, поездок на соревнования и смотреть куда-то далеко вперед и ставить какие-то очень большие цели. Ну, конечно, нужно ставить цели, но я считаю, нужно вот жить именно сегодняшним днем и стараться получать от этого удовольствие скорее. Вот. Пожалуйста. Казанские ведомости, Дмитрий Смирнов. Можно, да, 3 вопроса задать? Начал в продолжении вот вопроса Искандеру по поводу вот как вот вы рекомендуете? Человек может никуда не ходить, там, ну, злачные места, но попасть в ситуацию неожиданно, там, я не знаю, в автобусе ехать, они же у вас не все, наверное, на машинах собственных ездят, вот, дети, вот. Там его хулиганы, предположим, окружили. Что вы рекомендуете в такой случае делать? Уйти, поговорить нельзя сразу, там это... Ну, каждую ситуацию мы с вами проговорить не можем. Вот, если в общих чертах, естественно, в первую очередь нужно попытаться решить разговором. Если разговором решить ситуацию не получается, и непосредственно твоему здоровью есть какая-то угроза, то, ну, в этой ситуации, как бы ты ни хотел, но тебе придется применять какие-то умения для того, чтобы твое здоровье осталось на том же уровне, которым было до конфликтной ситуации. Поэтому здесь все просто. Первое – это разговор. Естественно, мы пытаемся выйти на какой-то миром, решить эту ситуацию без агрессии, без всего. Если это не работает, если человек не понимает и начинает применять против себя силу, то тебе придется применить свою силу в ответ. Спасибо, понял. И Рустему 2. Ну, на один уже, наверное, ответил вопрос. Первый, я понимаю, что 10 лет — это не самый осознанный возраст, но все-таки почему карате? Именно там не бокс, не знаю, там не что-нибудь типа такого. Ну да, вот я уже сказал, что я сам особо там не выбирал в то время. Но со временем, конечно, пришла любовь вот эта вот именно к карате. Думаю, карате мне нравится именно за то, что в первую очередь здесь мало травм, и философия построена таким образом, что
во время боя у нас нет задачи отправить соперника в нокаут, там, покалечить его и так далее. Мы скорее демонстрируем там технику, обыгрываем друг друга в тактике, в скорости, в реакции и так далее. И не ставим себе целью именно ударить соперника. Вот. И такой подход, он мне полюбился, мне это нравится. Поэтому, наверное, я продолжаю заниматься карате и буду дальше заниматься тоже. Еще последний все-таки по поводу карьеры как спортсмена, имеете в виду, не как будущего архитектора, а как спортсмена. То есть все, вы уже чемпион России, то есть, в смысле, карьера закончена на этом, что ли? Или как, вот что дальше, какие есть возможности или мечты? На самом деле, буквально вчера только пришел вызов в состав сборной России взрослой, в том числе и на Рустема. Поэтому сейчас ему предстоит в начале октября пройти тренировочные мероприятия со взрослой командой сборной России, откуда они отправятся на международный турнир в Белоруссию. То есть это вот сейчас первое мероприятие после этой победы для Рустема, но по аналогии с прошлыми годами, то есть сейчас его ждет год постоянных сборов в составе национальной команды и различных турниров, где он будет защищать честь нашего флага. Поэтому сейчас ему предстоит работать еще больше над собой, чтобы свой статус подтверждать и показывать еще более высокие результаты. Чемпион Европы, чемпион мира, конечно, да. То есть это тоже то, к чему нужно стремиться. На самом деле у меня после чемпионата сейчас скорее ощущение, что все только начинается, а нет такого, что вот я достиг и все, дальше пустота какая-то. Наоборот, чувствуется, что открылись какие-то новые двери, новые возможности, и сейчас придется только еще больше работать, еще больше тренироваться с большим количеством других опытных, хороших спортсменов. И, думаю, мы с достоинством пройдем все эти испытания, будем стремиться покорять уже новые вершины, чемпионаты Европы, чемпионаты мира и так далее. Вот. Спасибо. Есть вопросы? Раиф Рашадович. Будете показывать? Показатели раньше в Татарстане были более низкие, вы сказали, да, команды. В связи с чем это выросло уровень наших спортсменов? Во-первых, у них и массовость прибавилась гораздо, потому что если, например, взять даже лет 5, 6, у них где-то было 1000, 1200 человек занималось, сейчас уже 2000 человек занимается. То есть массовость растет, тренеры, молодые появляются, свой судейский корпус у них очень тоже серьезно, да? На каждом мероприятии свои доморощенные студии оценивают соревнования. Это тоже очень хороший показатель. И, все же, как говорится, на месте же не стоит, под лежащий камень вода не течет, как говорят, да? Они работают, они стараются, они постоянно с нами советуются. Вы сколько уже, 4 года, да, у нас? 4 года. В 2019 году мы их закрепили за нашим центром спортивной подготовки. То есть у них сейчас есть свои кураторы, свои, да, то есть центр спортивной подготовки, они по линии взрослых, молодежи, юниоров, республиканский центр физической культуры и юношеского спорта тоже за ними закреплен, это по линии юношей. То есть у них есть свои кураторы, у них, то есть методика идет, поддержка, приказы, положения, то есть они все совместно работают, поэтому у них сейчас идет уже перспектива немножко другая, поэтому они и развиваются. Я поэтому говорю, что есть результат 7 место, нам же хочется, чтобы было призовое место, хочется команды, да, это наше желание такое. Но 7 место тоже хорошее, но есть к чему стремиться. То есть они все равно к этому, они все равно приблизятся к нашим конкурентам. Сейчас Новосибирская область стала 11-й, да, или 12-й. То есть раньше мы же от них отставали, теперь мы их уже опережаем, получается. Есть серьезные конкуренты, это Москва, да, Мособласть, Питер, да. Мы хотим сейчас к ним поближе приблизиться,
поближе, да, то есть составить достойную конкуренцию. У нас очень серьезный университет, Павловский, этот государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Там и наш каратист тоже учится. Вот надеемся, что мы также их будем интегрировать. И наше училище Олимпийского резерва Казанского тоже со временем. Но для этого нужна хорошая результативность. У нас есть такие возможности. Поэтому им желаем успехов. Я думаю, будет результат еще более серьезный. Следующие соревнования в Беларуси будут, вы сказали? Да? Минске будет. Минск. Международный старт. А вот связанные вот с санкциями какие-то ограничения вас не пугают? Там не... Ну, на самом деле мы пока просто не участвуем в официальных соревнованиях под эгидой Мировой Федерации карате. Вот. Ну, то есть Европа, мир, пока мы не можем принимать участие, но это же не будет всегда. Поэтому сейчас мы используем те возможности, где наши ребята могут... Например, в мае мы вместе с командой, сборной командой России ездили на международный турнир в Казахстан. Там были очень сильные представители сборной Казахстана, чемпионы Азии, чемпионы мира, и так как по молодежи, так и по взрослым. Очень сильные команды с Киргизии, по-моему, в районе 5-6 стран там приехало на то мероприятие. Вот. Рустем, кстати, там занял 3-е место на этом международном турнире. И вот та конкуренция, которая была там на сегодняшний день, она нам помогает вот себя держать в том тонусе, потому что не участвуя в элитных вот этих вот международных соревнованиях, мы можем где-то сейчас немножко отстать от мирового сообщества. Но вот за счет этих мероприятий, на которые сейчас наша сборная команда России выезжает, наши спортсмены имеют возможность себя поддерживать вот в этой форме и быть, так сказать, на одной волне с ведущими спортсменами мира. Поэтому как только у нас будет возможность выступать на чемпионатах Европы и мира, я думаю, наша команда она будет проявлять себя очень хорошо. Рустам, сколько часов в день надо заниматься спортом, чтобы добиться таких результатов? Я не думаю, что нужно заниматься именно сколько-то часов в день. Также большую роль играет именно качество тренировок, как они построены. Но вот мы, когда готовились, мы занимались 2 раза в день, по 2 часа, да, где тренировки были. Ну, еще и утренняя зарядка, да, 1 час. То есть получается где-то 5 часов в день. Иногда по вечерам еще собирались на самостоятельную работу, самостоятельно занимались с ребятами. И вот такая подготовка принесла результат хороший. Ну, в таком режиме мы занимались, вот получается, 2 месяца, почти больше 2 месяцев даже, с середины лета где-то. Есть вопросы у вас? Рустам, мен сізге тағы бір сұрау бересім келе. Сіз китаплар оқырға яратасыз екен. Қазіргі уақытта китаплар оқырға уақытыңыз қала ма? Һәм уақыт дегеннен тағы шуны да сұрайсыз келе. Қызлар янына ерерге, достар белән аралашырга вакытыгыз ничә кирәк? Һәм спортсмен егет буларак инде сезгә күз атучы кызлар игътибарын да тыя торгансыздыр. Китаплар турында мен китаплар оқырға яратам, ләкин ахыр вакытта ничектер вакытта да көчтә калмый аны оқырга һәм хәзерге бүгенге көндә инде бернинди дә китап оқымыйм покага. Дусларга, анда кызларга карата вакытны шулай инде гел уку белән дигән аналогия китерсән, вакыт табып була. Минем дуслар минем өчен җан атырга килде. Моңарчы без бер-беребезне анда туган көннәр белән котлап, бергә очрашып, шулай дуслашып йөрибез. Ну, точно так же дөрес итеп вакытны организовать итеп була. Гел дусларга дагы вакыт табып була. Анда тренировкалар арасында очрашып, анда чашка кофе эчеп куярга
білкімге де бір нәрсе қылмаша аламай. Рүстем Қызылар турындагы суроодан кеттейин. Бір болып басын. Дұрысын айтканда, андай недер особенный внимание бар деп айта алмайм. Шулай ук бүтін кішінекі сымандыр. Ну вот, все. Рахмет. Суроолор барбы? Все договорились, тогда завершаем пресс-конференцию. Спасибо. Рахмет. Спасибо. Давай сделаем фото на память.